Проблема, она скорее в том, что если мы говорим про вот сегодняшних 30-летних, это значит, что вот они пойдут там выходить на пенсию где-то через 30 лет, это как раз середина века, это будет период, где по прогнозам, если текущие тренды сохранятся, у нас будет пик демографической нагрузки. У нас сейчас примерно 4 человека пенсионного возраста на 10 людей трудоспособного возраста, а вот в середине века эта цифра увеличится до 7 или 8 человек пенсионного возраста на, соответственно, 10 человек трудоспособного возраста. И когда у нас сегодняшние работники отчисляют пенсию, они это не себе где-то сберегают. Они эти деньги отдают сегодняшним же пенсионерам. Соответственно, когда они выйдут на пенсию, вот чтобы собрать на их пенсию, деньги будут собираться с людей, с молодых людей и женщин, которые будут работать тогда, а их будет вот пропорционально сильно меньше. И там уже вот будут серьезные вопросы. Ну, либо надо будет снижать пенсии, либо как-то еще повышать пенсионный возраст. А у нас повышать пенсионный возраст, ну вот женщинам, наверное, еще есть куда, мужчинам уже некуда. У нас, потому что мужчины живут сильно меньше, чем женщины, примерно в среднем на 10 лет меньше, чем женщины. То есть, если еще повысить пенсионный возраст, у нас просто вот больше половины мужчин не будут до него доживать. Либо еще повышать налоги на, собственно, молодых людей, но это сделает их жизнь более тяжелой, а значит, что они будут либо там пытаться работать в серую, либо пытаться куда-то уехать, где налоги поменьше, либо там большие бюджетные трансферы перенаправлять, то есть тоже там не строить дороги, не обеспечивать, не знаю, больницы, армию, вот направлять на пенсии. Но что-то надо будет делать, и большие проблемы будут. А калі пераняць, напрыклад, вось гэтую накапляльную сістэму, да прыкладу, у шмат якіх еўрапейскіх краінах, у Польшы у той жа ёсць індывідуальныя такія рахункі ІК, ІКЗ, дзе можна, ў прынцыпе, адкладаць самому сабе свайго заробку на пенсію, укладаць гэтыя грошы, напрыклад, у нейкія каштоўныя паперы, у акцыі, у ETF, і пазней, пасля выхаду на пенсію, проста без дадатковых там падаткаў на гэтыя вось працэнты, зняць гэтыя грошы, карыстацца. Чаму ў Беларусі пакуль такая сістэма не прыжылася? Ці ёсць такія ідэі ўвогуле? Такая система, реформа перехода на индивидуальные накопительные счета, это решение проблемы, ну, как минимум для стран, так скажем, более преуспевающих, стран более развитых. В Беларуси можно было бы внедрить эту систему, но когда происходит эта реформа, там есть серьезная проблема, ну, так называемого кассового или финансового разрыва. То есть, если мы деньги вот текущих налогоплательщиков будем отчислять на их личные счета накопительные, то кому-то все еще надо будет обеспечивать текущих пенсионеров. И у нас получается этот разрыв. Вот, собственно, эти реформы во многих постсоветских странах, они происходили вместе с приватизацией еще давно, когда их демографическая ситуация была легче. И приватизация, она частично покрывала вот эту стоимость перехода. У нас это время уже упущено. Переход все еще можно сделать, но теперь это надо будет делать за какие-то кредитные деньги. То есть взять кредит на эту реформу, условно, из этого кредита сейчас платить текущим пенсионерам, а потом, по мере того, как эта система вот, перехода на накопительные счета уже войдет в действие, она, собственно, будет гораздо эффективнее, чем наша система солидарная, и потом от излишков накоплений можно возвращать этот долг. Но тут речь идет о больших долгосрочных государственных финансах. У современной Беларуси нету таких возможностей, у текущего белорусского правительства нет таких возможностей. То есть, чтобы эта реформа сработала, нужно много доверия с разных сторон. Нужно, чтобы люди доверяли правительству, даже не просто правительству, а системе. Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает,
он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе, условно, не знаю, партии, правительству, которое вот будет еще ответственно через 30 лет и так далее. То есть первое, это надо, чтобы люди доверяли государству. Второе, это нужно, чтобы в государстве была, ну, хотя бы относительно развита финансовая система, чтобы вот там большие чиновники понимали, как работают финансы. У нас вот недавно был такой пробник пенсионной реформы, так называемый 3+3, когда правительство предложило людям отчислять дополнительные небольшие, там несколько процентов на индивидуальный накопительный счет, и вот это там тоже были налоговые льготы и субсидии и так далее. Но проблема, например, вот в этом пробнике была в том, что все эти деньги инвестировались непонятно кем и непонятно куда в очень плохие активы, которые очень вряд ли вырастут, и, скорее всего, просто правительству там надо будет покрывать. Именно поэтому правительство и не пошло на нормальную реформу, там, не знаю, 10+10, 20+20, потому что, я думаю, они опасались, что им придется полностью компенсировать все эти вклады, которые будут потеряны в ходе этого процесса инвестиций. Ну и третье, это нужно иметь большое доверие между страной и миром, особенно страной и финансовым миром, то есть чтобы страна могла относительно дешево занимать относительно большие деньги, ну вот под эту связанную реформу, да, гарантировать мировым кредиторам, что мы эти деньги вернем, когда эту реформу сделаем. Сейчас Беларусь находится в состоянии дефолта. Наш Минфин, конечно, объясняет, что мы совершили дефолт из-за санкций, из-за того, что мы не могли платить, но это никого не интересует. Никто там в Париже, в Лиссабоне и так далее не будет разбираться, из-за чего произошел дефолт. У них просто вот в их табличке в Excel условно будет написано: произошел дефолт. По какой причине, это уже никого не интересует. Более того, да, мы, собственно, находимся под санкциями, поэтому мы сейчас можем занимать только у России, только на, скажем, не рыночных, а политических условиях. Даже вот Китай, например, нам не дает в долг. Были попытки размещения белорусских долговых облигаций на китайской бирже, и они закончились ничем. Собственно, нас даже туда не пустили, потому что Китай справедливо сказал, что наши долговые облигации слишком низкого качества, чтобы продаваться на китайской бирже. Поэтому текущее правительство не имеет доверия ни от международных акторов, ни от правительства, и не имеет компетенции, поэтому, к сожалению, вот они и, собственно, и не могут, и не способны ничего такого сделать. Ну, а кроме того, как я уже сказал, это проблема вот государственного исторического масштаба. То есть эта проблема серьезно встанет перед Белоруссией где-то там в 2050-2060 году. А текущее правительство, мне кажется, довольно очевидно вот из планов прогнозовой деятельности, что они в основном строят планы там на 1 год. То, что у нас есть пятилетки, это такой скорее обман зрения. В основном планы у нас строятся на 1 год, вот день простоять до ночи продержаться. И поэтому очевидно, что Александр Лукашенко не собирается править в 2050 году, ну тут как бы уже биологические причины, и поэтому что там будет со страной в середине века, в конце века, ну это очевидно текущему правительству уже не очень-то и интересно.